Началось все банально. Когда родились дети, начитавшись, что кроличье мясо самое диетическое и полезное, нужно вводить в прикорм, мы завели кроликов, но кушать их не получилось у нас. Так как мы начали их высматривать, кто-то заболел, лечить, читали литературу, изучали. В итоге они стали просто у нас жить, как домашние питомцы. Постепенно изучая, я понял, сколько кроликов много есть в мире, и почему-то часть их здесь не представлена. Возникла идея собрать все коллекцию пород кроликов и познакомить людей. Здесь на данный момент мы запустили породистых кроликов. Со временем они все перекрестятся, породистых не будет. Тут у нас представлено полтавское серебро. Данные кролики, когда рождаются совершенно черными, со временем покрываются серебристой вуалью. Французские барашки, вот он есть. Бургундский кролик. Также есть новозеландские красные, такие вот более рыженькие. Это калифорнийский с черным носом, похож на сиамскую кошку. Кролик. Это мясная порода кролика, выведена специально для этих целей. Конечно, декоративные, это которые самые больше пользуются спросом, потому что в квартирах все хотят держать маленьких крольчат. Ну, такого, конечно, слона, это месячный бельгийский великан. Слона дома никто не может держать. Опыт нужен обязательно в кролиководстве, иначе будут проблемы. Я замечаю уже, кто-то приболел или что я вижу это сразу, кролик становится пассивный. Ну, уже такие моменты я вот улавливаю, глядя на кролика, что-то не так, я его могу изъять из общего, посадить на карантинную зону, наблюдать за ним, лечить. Тут открытая местность, птичка может принести заразу какую-то, прививки у них от их вирусных заболеваний регулярно. Недавно был случай, здесь у нас пришла змея, пыталась здесь похитить наших маленьких крольчат из норы. И мама, либо папа, мы не обратили внимания, кто из кроликов, такой же маленький декоративный, устроил бой и победил змею. Это французский баран. Из-за своей схожести с бараном получил свое название. Вот у него здесь корона на голове, ушки вислоухие. Это барашек. Есть также еще порода английский баран. У тех мордочка более вытянутая, как у этих, а у этих туповатая мордочка. Они самые такие дружелюбные меланхолики. Любят на руках сидеть и баловаться, да? Они такие миленькие, такие хорошенькие. Мы сюда приехали первый раз на такую ферму вообще. Мне очень это понравилось. Это, наверное, самое запоминающееся событие.